Ассаламу алейкум. Сегодня мы проведем тренировку Адамас в клубе с братьями Талдиевыми. Тренировка будет проводиться в индивидуальном плане. Так, команда уже стоит. Равняясь, смирно, рей. Побежали. Мы начнем с тренировку с разминки. Хорошая разминка – это залог хорошей тренировки, поэтому, ребята, пошли правым боком. Две недели назад мы сами начали тренировку, и через неделю к нам присоединился Зелимхан. Он очень хороший тренер и интересный. Нам нравится с ним заниматься. Конечно же, я смотрел и смотрю соревнования Зелимхана. Мне очень нравится, как он борется, и он нам объясняет новые броски. Сегодня мы будем работать на то, чтобы уходить от ближнего захвата в комбинации. Это выход из сложной ситуации, вывести спортсмена и атака. В дзюдо часто бывает такое, что некоторые любят ближнюю борьбу, другие любят дальнюю. Потому что вот эта стойка в дзюдо считается очень плохой стойкой в том плане, что рискованно упасть. Поэтому отсюда надо выходить, и я не смогу отсюда выйти, если это плечо не вытаскивать. В связи с этим я вытаскиваю это плечо, натягиваю руку на него, выхожу отсюда, освобождаю себе место, и отсюда ты делаешь вот так. Попробуй. Без броска выходишь оттуда, вытаскиваю плечо, вот так. Еще раз. Уходишь в стойку. Хорошо. Сейчас с броском. За собой. Также с броском. Берешь ближнюю. Выходишь. Вот так. Хорошо. Отсюда. Когда ты его вытаскиваешь, когда вытаскиваешь отсюда, надо, чтобы ты, когда вытаскиваешь его, эту руку отсюда, чтобы ты его за собой повел. За собой, и это же использовать сразу отсюда. В скорости. Мы сегодня отрабатывали технику, броски. Я учу с колен. А так я делаю подхват передний, через спину, задний. Такие броски. Зелимхан Оздоев, он один из самых известных наших дзюдоистов. Я сам наблюдаю за его схватки, и мне интересно с ним тренироваться. Следующий бросок мы будем делать стойки в одноименной. Это лево налево, когда мы стоим, или же право направо, когда мы стоим. Отсюда бывает неудобно атаковать, в связи с чем они стоят в бок, не фронтально. С фронтальной стороны это всегда удобно бросать, поэтому это очень сложная ситуация, если смотреть одноименной стойки. Поэтому мы начнем отсюда атаковать. Пошли, Мага, со мной. Лево налево. Зацепи изнутри. Сейчас я покажу сначала Магомеду, как заходит сюда. В чем здесь каждая, что рука, что нога, все должно заимствовать. Первую ногу я подношу к нему поближе, зацепить вот эту ногу. Если у меня эта нога останется вот здесь,
я не смогу зацепить. Поэтому эту ногу надо подойти поближе с этой ноги и этой ногой зацепить. Тренировка сегодня посвящена отработке. Тренировки разные бывают. Это день борьбы, это ОФП, это физподготовка. Но в данный момент сейчас отработка – это одна из самых важных частей в дзюдо, потому что это учеба, а борьба – это уже как раз-таки практика. В связи с этим мы часто проводим именно отработочные. Как вы видите, сегодня броски мы отрабатывали и в комбинации, и на месте. Броски какие? Это в дзюдо очень много бросков, поэтому каждый выбирает, какой ему удобнее, как ему в ней более легче. Поэтому броски были то через спину с колен, через спину стоя, подхват. И сегодня мы не можем сразу взять и все отрабатывать на месте, поэтому мы берем по частичку каждой и дорабатываем здесь. И сегодня мы продолжим дальше нашу тренировку, отработку. Как вы видите, в данный момент Ахмед отрабатывает переднюю подножку. Сейчас мы делали броски стоя на месте. Поэтому стоя на месте броски – это очень начальный уровень. Парни у нас не начальные, поэтому здесь можно уже в комбинации заводить за собой и оттуда бросать. Это выглядит так примерно. За собой. Пошли. Сначала за собой, один раз шаг за собой. Вывести соперника. Хорошо. И отсюда с колен. Оба парня выполняют разные броски, так как каждому подходит индивидуально свой бросок. Магомед у нас часто любит через спину, с колен. Хорошо. Давай, Ахмед, еще раз. Ахмед приверженец больше подхвата. Стоя. Я изначально неделю назад так вот приглашал его как гость показать нам мастер-класс. Зелимхан очень опытный спортсмен, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, чемпион России, серебряный чемпион мира в командном зачете. Больше 10 лет в сборной России. Так вот мы договорились, что он будет работать именно с ребятами индивидуально. И вот так вот больше недели он уже сам взял под контроль именно техническо-тактические моменты, чтобы их довести до нашей общей цели, до олимпийского золота. Если честно, мне очень нравится на данный момент, как он работает. У него свой индивидуальный подход, он сам стоит в парах, борется, отрабатывает, объясняет те же самые, там, как надо брать захват, как надо уходить из сложной ситуации. Иншаллах, у него все будет хорошо, будет великолепным и выдающимся тренером. Итак, мы заканчиваем основную часть тренировки. Закончим мы ее с бросками. Броски у нас в арсенале очень немало, поэтому надо все повторить, так, чтобы мышечная память все это запоминала.
Мате. Итак, мы закончили основную часть тренировки. Сейчас мы будем работать на дополнительном задании. Основную часть тренировки все делают, но для дальнейших побед нам нужна еще дополнительная работа. Поэтому мы будем сейчас усердствоваться с помощью резины, лестницы, больше на выносливость и на подвороты. Пошли. Один будет работать ногами на ускорении, второй номер будет работать на резине. А потом по истечению времени они будут меняться друг с другом. Работа интенсивная, поэтому это очень хороший показатель для после основной тренировки добить свежее состояние. Так, как я сказал, в первую очередь на резине эту руку, Ахмед, вытягивай, вытягивай, подсел, вытягивай, подсел. В средней скорости. Пошел. Ты, Мага. Это должно быть со всей скоростью максимально. Пока Ахмед сделает 10 подворотов, ты должен закончить. Только после него заканчивать. Так, приготовились. 3, 2, 1, жми. Хорошо. 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 Это тоже упражнение касается тяги. Мы натягиваем резину до конца и потом этой рукой вытягиваем резину в сторону. Это очень важный момент в дзюдо, так как тянутся руки. Если не дотянуть бросок, он всегда остается непокоримым. Поэтому всегда надо эту руку натягивать. У кого правша, у кого левша. Поэтому в эту сторону 15 раз, потом Мага. Мате. Сейчас мы закончили на лесенке, на резине. Сейчас будет работа в паре. Это будет без сооружений. Первое. Это тяга к себе. Наклониться чуть назад и тянуть одной рукой, потом второй. Чуть-чуть, не в полную силу. Второе упражнение. Мы облокачиваемся друг на друга. И то же самое, это уже толкание. Дальше это будет уже, как мы закончим чуть физическую силу, мы должны чуть начать на интенсивность. Это бабочка называется. 3, 2, 1. Жми. Мате. Приступай, Ахмед. Три, два, один, жми. Тяга. Хорошо. 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 Толкать. Пошел. Бабочку. Хорошо. Мате, 40 мате. Все, хорошо поработали. Это сегодняшняя тренировка, мы ее закончили. Это не все мы выложили к вам, поэтому приходите к нам в зал Адамас Спорт, дзюдо. Здесь хорошие условия, здесь очень приятный зал. Я сам только начал здесь заниматься, тренировать детей, поэтому
Очень приятно удивлен таким залом, такими условиями, поэтому чем на улице быть, привозите своих детей, любой вид спорта, но в частности я буду за свой спорт, поэтому привозите детей в дзюдо. Всем ассаламу алейкум, хорошего дня.